Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. 9 лістапада ў Мінску завяршыўся 25-й па ліку кінафестываль «Лістапад», які, напэўна, запомніцца не толькі тым, што ён 25-й, а яшчэ і тым, што вакол яго кіпелі і кішэлі розныя жарсці. І каардынатар нацыянальнага конкурсу Мікалай Лаўрынюк, а таксама кінакрытык Тарас Тарналіцкі, сёння нашыя госці. Прывітанне. Прывітанне. Добрый день. Привет. Падводзім вынікі. Спачатку, відаць, пра сам лістапад. Ён яркі, яго запомняць все на доўгія годы, правда? Да, безусловно. Может, Николай, начни, тогда я потом продолжу свое мнение. Да, конечно, фестиваль был ярким, фестиваль был богатым на события, совершенно разные. Вот. И это еще раз доказывает то, что фестиваль интересен, что фестиваль важен и внутри Беларуси, и для международного кинематографического сообщества. Поэтому это еще раз доказывает то, что «Листопад» — это фестиваль, который имеет определенный вес, который имеет репутацию, и у фестиваля сформировалась своя аудитория. И залы, к слову, даже на национальном, не даже, а в том числе на национальном конкурсе были практически полные, несмотря на всю эту сложившуюся ситуацию. И фестиваль, тем не менее, он состоялся, и можно говорить о его итогах. Да, я хотел бы сказать, что это, по-моему, самый яркий фестиваль именно из белорусский, в белорусском контексте, вот за те 25 лет, что он проводится, потому что вот после того, как были сняты две работы, ну, такого ажиотажа и такой активности и демонстрации авторской позиции у авторов, ну, я действительно уже давно не встречал, может быть, у Николая есть другое мнение, но я действительно такого никогда не видел. Это очень показательно, это влияет именно в первую очередь не столько даже на сам фестиваль, сколько на киносообщество, поскольку у нас так вот приняты такие отношения между властью, которая дает деньги на творчество, и режиссеров, которые принято молчать, если есть какие-то проблемы. То есть они так могут быть недовольны, но ярко не высказываются. А в этом году это было очень показательно и, по-моему, очень важно именно в контексте развития, наверное, белорусской киносреды. Национальный конкурс, он атрымаўся, нягледзячы на ўсё? Я считаю, что да. Это, наверное, сложно назвать самым успешным годом в истории национального конкурса. И да, он получился, жюри приняло свое решение. Я, к слову, тоже вас поздравляю, потому что Мара Тамкович работала на Еврорадио. Я считаю, что они выделили очень достойные картины, как в игровом, так и в документальном, в анимационном кино. Поэтому фестиваль состоялся, можно анализировать, можно говорить о том, что было хорошо, что было плохо. Конечно, эта ситуация, она сложная, но для нас все равно было важно фестиваль провести, поскольку есть международное жюри. В этом году оно было совершенно блестящим, на мой взгляд. Это была отборщица Венецианского кинофестиваля, это был крупный агент по фестивалям из Франции, Дарья Юркевич, замечательная белорусская режиссер. Поэтому фестиваль состоялся, и я думаю, что он прозвучал ярко, он прозвучал громко. Вопрос к тому, что будет дальше, надеюсь, что эта ситуация, она как-то даст возможность кому-то задуматься о том, каким должен быть фестиваль, национальный конкурс, и кто должен фінальнае слово при адборе карцін приймаць. Я мушу нагадаць нашим слухачам, што ўся сітуацыя круцілася вакол нацыянальнага конкурсу, таму што напярэдадні старту лістапада дырэкцыя фестывалю заявіла, што менавіта Мінкульт займаўся адборам конкурсных прац на нацыянальны конкурс, і сама дырэкцыя не была дапушчана да адбору. Уласна кажучы, у знак пратэсту некаторыя рэжысёры, некаторыя аўтары знялі свае фільмы з нацыянальнага конкурсу, ну а потым ужо на закрыцці ўсё ж журы
сказала я маю на увазі ФІПРС, так, сказала свое слово, мовляў, так рабіць Мінкульту нельга. Вось, як вы думаете, ці... Может, можно я добавлю? Так, по ситуации с отбором. В данном случае небольшое уточнение, что финальное слово, да, финальный протокол, он составлялся комиссией при Министерстве культуры. То есть дирекция, она участвовала в отборе, но, опять же, это было... мы имели рекомендательный характер в этом случае. То есть мы не можем окончательно как бы отвечать за эту программу. Вот такая ситуация сложилась. Я еще тоже хотел добавить, что на самом деле, несмотря на результаты, с которыми я полностью согласен, для меня лично победителями стали фильмы Кирилла Галицкого и Екатерины Маховой, потому что тех людей, которые сняли свои фильмы с конкурса, потому что по мне, так это очень тоже важный момент, то есть демонстрация какой-то гражданской солидарности и гражданской позиции вот в отношении такой несправедливой позиции в отношении тех людей, которым, возможно, не удалось попасть в шорт-лист, который был показан на фестивале. Я согласен с Тарасом, что нельзя осуждать и говорить о том, что неправильно они сделали даже со стороны, с точки зрения фестиваля. Но, тем не менее, оставить свою работу в конкурсе, несмотря ни на что, да, как в случае там, с Марой Тамкович или другими авторами, и проявить свою позицию другим образом, это тоже вариант. И это не значит, что все должны сняться, все должны пойти на баррикады, потому что здесь важно создать диалог, вот, и не заниматься таким разобщением, потому что фестиваль — это все равно вот такая точка концентрации, это лаборатория, это площадка для белорусского кино, и площадка, с которой тоже можно заявить, оставшись на ней что-то. Дарэчы, калі б, напрыклад, все ж вы мелі дачыненне да вось гэтага ўжо кантрольнага выбару, так? Ці былі б тыя ж самыя пераможцы, якія зараз? Это вопрос к жюри, потому что мы не имеем никакого отношения к принятию решения. Жюри абсолютно независимо, и прогнозировать мне сложно. Возможно, были бы такие же, возможно, что-то было по-другому. Ну, про отбор сложно сказать. Ну, я точно знаю, допустим, что вполне возможно не попали, поскольку я не знаю, какие фильмы были представлены. Вот мне кажется, во всяком случае, что фильм «Стриптиз и война» Андрея Кутилова вполне мог попасть в шорт-лист, но поскольку он является производством телеканала «Белсат», возможно, возникли какие-то конфликтные ситуации именно в отношении Минкульта. Поэтому он не прошел. Ну, возможно, были и другие причины, но мне кажется, что эта работа вполне могла быть попасть, по крайней мере, в состав финалистов. Так. Чи выйграў Мінкульт тым, што ён вось такім вось чынам вырашыў сёлета дзейнічаць у гэтым годзе? Ну, я тогда начну. Начинается. Ну, у меня на самом деле такое тоже дилетантское мнение, поскольку я сам анализирую, мне особенно не с кем эти моменты обсуждать. Но мне кажется, что это, конечно, проигрыш, потому что этот момент закручивания вот этих гаек, он очевиден. Он как раз вот эта ситуация продемонстрировала тот факт, что режиссеры по-разному реагируют, в принципе, на вот эту ситуацию с цензурированием финального отбора. И кто-то свою позицию высказал открыто, кто-то по своим причинам ничего не сказал. И в этом плане, мне кажется, это, с одной стороны, это и хорошо, что мы знаем, кто и как себя в данной ситуации ведет. С другой, это, конечно, плохо, потому что поскольку у нас кинопространство очень узкое, очень маленькое, и вот эти противоречия, которые есть, они еще больше обостряют отношения между режиссерами, между киностудией и режиссерами, между режиссерами и ведомственной структурой, в данном случае Минкультом. И в данном случае, поскольку фестиваль в этом году прошел прекрасно, на мой взгляд, вот главным камнем ботинки его был именно вот этот момент, связанный с отбором. По-моему, если бы его, в принципе, не было, и ведомство решило все ставить так, как есть,
То есть ничего не менять, не вводить вот эти дополнительные фильтры. По-моему, фестиваль бы, наоборот, и фестиваль, и само ведомство в этом плане выиграло бы. Але ці б было столькі хайпу вакол фестываля, калі Ну, это не тоже, Мінкульт? да. Ну, Тоже такой пиар может быть. очень плохого черный. пиара не бывает, я считаю так. Что даже в такой ситуации популяризация белорусского кино даже таким, возможно, черным условно способом, там, с помощью скандалов, не с помощью там каких-то такого белого, скажем, пиара, когда там кто-то что-то выигрывает, там, получает награду на крупных фестивалях. В данном случае все равно это как бы заявление о том, что белорусское кино есть, и в нем происходят какие-то события. Это очень важный, на мой взгляд, момент. Да, мне тоже кажется, что это еще раз показывает, что белорусское кино живет, что есть люди, которые неравнодушны, что есть люди, которые творят, что формируется вот это вот киносообщество, что есть журналисты, которые неравнодушны. И опять же, доказывает то, что фестиваль «Листопад», он важен. Он важен для нас, для нашей страны, для нашего кино, для мирового кино. И, конечно, фестиваль, он делается замечательной командой. Но я не себя так, имею в виду, так, но я да, хотел бы просто своих всё коллег еще раз поблагодарить и выразить свое восхищение, в первую очередь, нашими программными директорами. Это Ирина Николаевна Демьянова, которая составляет документальную программу, которая в этом году была великолепна. Это Игорь Сукманов, который просто блестящий киновед, программный директор. К слову, у него сегодня день рождения, поэтому, пользуясь случаем, выражаем свои коллективные поздравления. И он также получил орден от Франции, орден кавалера искусств и литературы. Я считаю, совершенно заслуженно, потому что Игорь блестящий киновед и, может быть, один из лучших на территории СНГ, может быть, даже шире. Но это я вот искренне свое восхищение выражаю, поскольку это честь работать в команде с такими людьми. И конечно, мне кажется, финальное слово в формировании программы должно быть за профессионалами, за теми, кто знает, что такое кино, что такое фестиваль, что такое тенденции фестивальные современные. Поэтому я думаю, что все-таки не нужно в какой-то момент их мнением пренебрегать. Я еще хотел бы добавить, что, в принципе, кроме «Листопада», это тоже очень важный момент, сейчас таких крупных площадок, вообще, в принципе, площадок для показа и общения белорусского зрителя, белорусского зрителя с белорусскими авторами практически нет. Вот Бульба-муви уже 2 года как закрылся. Это тоже фестиваль исключительно белорусского кино, который вначале показывался в Варшаве, потом показывался в Минску. Потом уже так наладан дышит фестиваль «Синема Перпетум Мобили», потому что там он тоже работает на энтузиазме. Это тоже очень дружная команда была авторов, но вот поскольку он существует исключительно на, скажем, на труде тех людей, которые этим заинтересованы, он вот постепенно тоже ослабевает, на мой взгляд. Вот остаются из таких крупных площадок, где можно посмотреть кино и его обсудить, именно белорусское. Это проект «Свое кино», это вот «Листопад» и... как же еще? Был еще один проект. Нефильтрованное кино? Нефильтрованное кино в том числе, да. Да. Вот. Мы мусім перарвацца зараз на невялікую паузу. Нагадаю, што мы гаворым пра кінафестываль «Лістапад». Нашыя госці — каардынатар нацыянальнага конкурсу Мікалай Лаўрынюк і кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Не пераключайцеся. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Рухайся з нами. Еўрарадыё. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Брэстаўчаніна Канстанціна Астапука, затрыманага ў касцюме ліса, выпусцілі з изолятора часовага ўтрымання без суда. Мужчыну рушылі пазоў у нядзелю. На нядзелю 18 лістапада ён мусіць з'явіцца ў міліцыю. Акурат па нядзелях праходзяць акты пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце. Іншыя павесткі ўручаныя таксама дзясяткам удзельнікаў кампаніі кармлення голубоў на галоўным пляцы. Россия пагадзілася даць Беларусі крэдыт на выплату крэдыту. За это заявіў міністр фінансаў Беларусі Максім Ермалович. 1 мільярд долараў пойдзе на рэфінансаванне запазычанасці. Гэтую дамову падпішуць у наступным годзе. Цела беларускага літаратара і даследчыка сталінскіх рэпрэсій Владзіслава Ахроменка пакуль не могуць вывезці з Польшчы праз памылку ў пашпарце. Пра гэта распавяла дачка пісьменніка Лізавета Ахроменка. Цяпер сям'я вырашае праблемы з пашпартамі, пакуль невядома, калі адбудзецца развітанне з Владзіславам Ахроменкам, які памёр на 53-м годзе жыцця ў Беластоку падчас камандзіроўкі. Сёлета перад Новым годам лясгасы Беларусі прапануюць спажыўцам новы від паслугі ялінкі ў кадушках. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Віталь Дрожжа. Раней дзяржаўныя структуры такую паслугу не прапаноўвалі. Па словах міністра, яе плануецца ўвесці, бо шмат хто не хоча сечаных ялінак. Увесну ялінкі з кадушак можна будзе высадзіць ля дарогі. Летась перад Новым годам прадалі 1 мільён жывых ялінак. Магчыма, сёлета будзе таксама. У нашу краіну, пачынаючы з серады, прыходзіць хмарнае халоднае надвор'е ад -4 да +3 ваганне тэмпература падчас сутак. 14 лістапада надвор'е будзе вызначацца актыўным атмасферным фронтам з Балтыйскага мора. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Сёння мы абмяркоўваем, ці дакладней падводзім вынікі кінафестывалю «Лістапад». Нашыя госці, каардынатар нацыянальнага конкурсу Мікалай Лаўрынюк і журналіст і кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Натуральна, што многія вельмі перажывалі, маўляў, вось калі такія траблы здарыліся з нацыянальным конкурсам сёлета, да і ў наступным годзе, вось ніхто ўжо з рэжысёраў маладых не захоча там падавацца, ці будуць сумнявацца і так далей. Ці чакаць нейкага, не ведаю, рэбрэндынгу? Што ўвогуле будзе далей? Што вы придумали? Сейчас сложно сказать. Вообще нужно сказать о том, что мы не являемся в данный момент официально дирекцией фестиваля «Листопад» 2019. У нас есть другие проекты, которыми мы занимаемся, другая работа, другие проекты, которые делает Art Corporation. И мы занимаемся прокатом постоянно в течение года. Проект Бергмана идет, но много фильмов, да, даже дальше, даже больше продлили, потому что это пользуется очень большим интересом. Кинотеатр «Пионер», реклама, да, извините, фильмы великого Ингмара Бергмана. И много других фильмов, которые также были на «Листопаде», мы выпускаем их в прокат, как Art Corporation, «Сердце мира», Ларс фон Триер ожидается. Такой большой спектр картин, поэтому за информацией можно следить в наших соцсетях и на сайте. А что касается фестиваля «Листопад», то, как известно, каждый год происходит заново назначение этой дирекции. И в прошлом году это был тендер. Как это будет в следующем году, сложно сказать. А вы боялись, что вас могут не призначить дирекцией? Я бы сказал, что есть такой элемент неуверенности в завтрашнем дне. Это каждый год так происходит. Хотя, опять же, должен сказать, что какая еще команда и какие люди еще могут сделать фестиваль такого масштаба, такого уровня, такого качества кино. Поэтому не знаю. Я хотел бы вставить 5 буквально копеек по поводу вот этих тендеров. Вот в этом году тоже они проводились, участвовал Art Corporation, он дважды переносился, потому что кроме Art Corporation никто не заявлялся. Никто не хочет, условия, никто не может там этого проводить. Надо несколько лет заниматься международными... Это, просто это, опять же, это законы, да, это просто из-за того, что такое законодательство. То есть и «Славянский базар», и «Листопад», и все культурные мероприятия, они выставляются на
на тендер, рядом с тем, как писал один портал, Жмых, Тара и Листопад. Мы где-то вот рядом. Продажи, по-моему, это нездоровая ситуация именно в отношении культурного контекста белорусского, потому что фестиваль это, как уже тоже многие журналисты пишут, это его организация фестиваля не прекращается ни на минуту, и как бы проводить тендер весной, да, чтобы потом за оставшееся время там, получить и организовать большое мероприятие, но это, по-моему, самоубийство. Конечно, мы не начинаем весной. Вот мы начинаем уже сейчас. Мы начинаем сейчас, мы общаемся, мы поддерживаем контакты с кинематографистами других стран, с сейлз-агентами, дистрибьюторами, режиссерами. То есть будет Берлинский фестиваль скоро, будет Каннский кинофестиваль. Везде нужно быть для того, чтобы не отставать от поезда кинематографического всемирного. Да, чтобы были актуальные картины, чтобы контекст международный был представлен именно в Беларуси, в белорусском киносообществе, поскольку, да, фестиваль он проводится не столько же ради киноманов и с такими просветительскими целями, а прививает хороший вкус. Это в том числе и формирование киносреды именно для белорусских режиссеров, чтобы они могли работать, впитывать какую-то информацию, вот для чего как раз и существует индустриальная панель. Да, чтобы они могли и тренироваться, питчинговать, могли выигрывать в том же конкурсы, ездить, смотреть другие фестивали. То есть это очень важный момент, и без него не будет, в принципе, фестиваля в таком глубоком понимании этого слова. И также хочу добавить, что мы работаем с белорусским кино в течение года, в том числе, и с международными кинофестивалями другими. Поскольку у нас есть такая сеть связей, контактов с другими фестивалями, мы очень часто рекомендуем какие-то работы. Вот прошел фестиваль в Котбусе параллельно с Листопадом. Там было 3 белорусских картины. «Хрусталь» в основном конкурсе. Завтра наш прошлогодний победитель в программе «Спектр». Фильм Влада Синьковой «From a Great Height» в конкурсе короткометражного кино. Поэтому мы поддерживаем эти контакты, мы отправляем, естественно, там согласие авторов фильма на кинофестивале, советуем, потому что часто обращаются. Вот мы посоветуйте какое-нибудь белорусское кино, мы ничего не знаем, что у вас там есть, что у вас есть хорошего. И, конечно, мы это делаем. Вот, и занимаемся выходом, выпуском белорусского кино в прокат. И, к слову, через 1,5 недели уже мы покажем некоторые работы из национального конкурса в кинотеатре Дом кино 22-25 ноября. Это точно будет фильм «Дочь». Да, потому что я думаю, что многие хотели бы этот фильм посмотреть. Конечно. Будет еще несколько работ, просто сейчас мы по правам последние вот эти вот соглашения делаем, и я думаю, что на днях, завтра, наверное, уже мы объявим те картины, которые можно будет посмотреть в Доме кино. Потому что спрос у зрителей есть, они хотят видеть белорусское кино. И тот же «Хрусталь», который, казалось бы, уже месяц был в прокате, собирает полная зала на фестивале «Листопад». И вот к вопросу о бойкоте и о том, там, нужно ли снимать свои работы, зритель в этом случае не виноват. Да? Ему нужно, и авторам тоже нужно показать свое кино зрителям. Вот, например, Мара Тамкович, да, для нее это первый белорусский фестиваль. Если бы она сняла свою работу, она бы она осталась бы здесь, скажем, таким ноунеймом. Был показан фильм на свое кино и так далее, но опять он обозначает режиссера в этом пространстве, и приз обозначает. Я не буду комментировать решение жюри, но мне кажется, результат в том, что Мара Тамкович вот сейчас, она представлена как белорусский режиссер нашей публике, нашим зрителям, журналистам, так же, как это было в 2015 году с Дарьей Жук, фильм, который «Настоящая американка», получил диплом фестиваля «Листопад». И тогда впервые Дарья Жук появилась на белорусском пространстве и на большом экране. Я думаю, что это очень важно для режиссеров, и, возможно, это тоже как-то помогло в том, чтобы фильм «Хрусталь» был снят в Беларуси. Да, вот это как раз по поводу еще хотел добавить победы Мары. Это продолжение такой женской волны
режиссерских фильмов, то есть режиссерских работ, потому что активность, если посмотреть, в том числе, тоже очень важный момент, по-моему, в национальном конкурсе, если проследить от момента его появления в 2014 году. Да. То есть там выигрывает в основном, во-первых, независимое кино, и очень много режиссеров именно в игровом, не документальном, именно в игровом жанре, это женщины. То есть женщины, девушки, которые снимают, сами продюсируют, ездят питчинговать, ездят искать деньги там с продюсерами, кто-то самостоятельно. Это тоже очень важно, поскольку вот мы, скажем так, попадаем в общий тренд мировой. Да, и мы не на последнем месте, да, потому что девушки, женщины-режиссеры у нас абсолютно блестящие, и многим мужчинам, наверное, стоит на них равняться, и то, что мы видим, это просто такой вот суперэффект кино, которое делают женщины. Я не делю кино на женское и мужское, но это факт. Да, мы видим Дарью Жук, мы видим Юлию Шатун, Мара Тамкович, Анастасия Мирошниченко, Влада Синькова, Нелла Василевская. Огромный список. Никого не хочу забыть, обидеть, но всеми восхищаюсь. Круто. Ну так што там будзе, калі ўсё ж будзе нацыянальны конкурс, так? Вы нейкі там рэмастэринг будете рабіць, нейкія там нововвядзенні будете придумлять? Я вообще хотел еще добавить, на самом деле, вот когда случилась эта ситуация с тем, что часть режиссеров сняла картины, или начал, вот Екатерина об этом рассказала, после того, как уже была снята картина, начали писать другие режиссеры. Ну, кто-то вообще ничего не говорил, но были люди, не буду их называть, они сами потом, если что, сами скажут, что они не доверяют листопаду, ну, в плане национальному конкурсу. И как бы... Но тут как бы все скорее не построено на доверии, а просто непонимание того, как происходит жюри. То есть жюри в данном случае, оно не предвзято. То есть те люди, которые отбирают фильмы, в смысле те, которые голосуют уже за отобранные фильмы, они прекрасно понимают... То есть они не ангажированы, и этот выбор вполне оправдан, его я бы не стал вообще подвергать сомнению. Да, подтверждаю это. Всегда это происходит за закрытой дверью, и никто ни из дирекции, ни тем более из министерства. Это невозможно, в принципе. Туда не ходит и не шепчет на ухо. Это еще будет больше скандал, если кто-то будет давить на жюри, и об этом станет известно. Да. Со сцены закрытия это будет просто взрыв. Притом это кинематографисты такого уровня, которые, конечно, на это не пойдут, и если бы это произошло, то, естественно, они бы не промолчали. Да, конечно, в этом плане. Да, а в том, что будет дальше, посмотрим. Здесь... важен диалог. Я думаю, что как бы эта ситуация многое показала, и нужно сесть за стол переговоров и решить, куда двигаться дальше. Ну вот, исходя из заключительного круглого стола по результатам листопада, сложно сказать, к чему это все приведет, потому что был диалог с Ириной Владимировной, замминистра культуры, присутствовали журналисты Судбая, «Комсомольской правды», они эти все вопросы задавали, я там присутствовал тоже, слушал. Вопросы не задавал? Вопросы не задавал, просто наблюдал, это был очень такой тесный диалог, и пока могу сказать, что, ну, исходя из сказанного, пока никакой определенности нету. Ну, сказали, да, возможно, что все вернется на круги своя, то есть не будет уже никакого этого фильтра дополнительного, но пока, это ничего определенного сказать, нельзя пока, поэтому как будет, покажет тоже время. Надеемся на лучшее. Да, всегда надеемся на лучшее в данном случае. Сябры, нагадаю, што сёння гасцямі жывога эфіру Еўрарадыё сталі каардынатар нацыянальнага конкурсу кінафестывалю «Лістапад» Мікалай Лаўрынюк і кінакрытык Тарас Тарналіскі. Мы падводзілі вынікі кінафестывалю «Лістапад» 25 па ліку. Вось, і гледзячы па ўсім усё будзе добра. Надеемся. Спасибо большое. Дзякуй вам таксама. До побачення. До встречи. Счастливо.